Көпкенә галимнәр Төньяк Көнбайышта Башкортстанның башкортлары яшәй дип сөйлиләр. Чынлап та шулай микән? Алар үзләренең башкорт икәннәрен беләләр микән? Нинди уйлар белән яшәйләр микән? Шуларны без дә белеп кайтыйк әле. Әйдәгез, бергәләшеп барып, Төньяк Көнбайыш башкортларын, Төньяк Көнбайыш халкыннан сорайбыз. Кемнәр алар, нинди телдә сөйләшәләр, үзләрен кем дип уйлыйлар? Я являюсь северо-западным башкиром рода Гирей. Знаю своих предков на сегодняшний день пока до 11 колена. Вот. Многие себя люди, как в основном на 90% считающие себя, в общем-то, татарами, они потом оказывается, что они башкиры. Я вот к ним не отношусь. У меня в метрике и в паспорте, в старом и военном билете даже, который у меня выдается в юности, у нас написано, что башкир. Башкир. И бабушка мне говорила, что мы башкиры. Почему-то она это говорила шепотом, я не знаю. Вот. И очень много людей в деревне, из которых мы родом, они, на сегодняшний день себя считают татарами, хотя они на самом деле являются башкирами. И вот на сегодняшний день я не просто там себя узнал, но я помогаю другим людям, Новонагаево, но изначально она пошла это территория современного Бачкетау, там было Старонагаево, Исканугай. Вот мы оттуда пришли, изначально пришли оттуда. Предки в основном все были, посмотрел я, военные. Вот, от 6 до 9 раз ходили на войны или на охрану границ. В основном занимались охраной границ. Это была основная профессия нашего рода. Вот. На сегодняшний день у меня тоже генетически, видимо, тоже я очень люблю коней, люблю, такой образ жизни, который связан, скажем так, с полем, что ли, с лесом. Вот. Мне это очень все нравится. Есть у меня такой боливар конь. Вот эти говорят, не башкирка ты. Вот у тебя, видишь, на спине ремень у нее есть. Вот. Высвечивается у нее ремень по всей спине. Это говорит о том, что она башкирка. Боливар у меня немножко помешан с другой породой, с тяжеловесом. Но он мне в таком виде даже нравится даже больше. Он также тибенит, как и другие башкиры. Я считаю так, нужно быть тем, кем были твои предки. Я думаю, называться там другой национальностью не стоит. Почему? Потому что все идет от незнания. Каждый, наверное, житель Северо-Запада с мусульманской фамилией, именем, отчеством, скажем так, да, и не только, и не обязательно. У многих корни, они башкирские. И они не знают своих корней, а корни-то очень такие, они известные и знаменитые, причем, что самое интересное. К движению башкирских родов, конечно, я отношусь положительно, потому что этот путь, который дает нам прийти, в общем-то, к истине. Вот. Кто мы такие, где мы жили, как мы жили, чем мы питались. Очень важная сейчас на сегодняшний день тоже тема, да? Простейшие, на мой взгляд, не
не подвергающийся как бы обсуждению как бы факт. Я свой как бы язык, свой диалект прекрасно знаю. Я знаю, что он отличается у нас, ну, скажем так, от южного башкирского языка, скажем так, юго-восточного, как его так называют, ведь так, юго-западного, юго-восточного. И он же отличается от языка казанских татар. И он как бы есть свой собственный диалект, и он должен сохраниться на этом языке до сих пор. Вот, ну, старшее поколение, мое поколение, чуть моложе, на нем разговаривает, и он, этот диалект как бы существует на сегодняшний день тоже. И он не должен где-то раствориться, потеряться. Ну вот если вы приедете в Казань, в Татарстан, там понимают, что вы разговариваете Понимаю. на другом языке? Ну, конечно, понимают. Они говорят, ты башкир. Они говорят, башкирт малай, говорят вот так. Больше воины, чем продавцы или менялы, как их раньше там называли, там, ростовщики, ну и так далее, и тому подобное. Вот, они больше воины, поэтому экономические вопросы, наверное, у них стояли на втором плане, а мы их не потомки. Я думаю, что наше потомство должно быть какого-то, ну, скажем так, ориентироваться на военное направление. То есть, вот служили мы России там, как с времен, значит, Ивана Грозного, белого царя, так называемого, да? То есть присягнули ему и служили ему. И сейчас мы, я думаю, мы так должны. А сейчас вот больше как-то у нас какой-то мания денег, что ли, вот это вот стремление получить какое-то богатство, да? У башкир к этому, по-моему, вот если читать вот какие-то все произведения, да, того же Льва Николаевича Толстого, очень много про башкир написал, очень интересно. Вот. Он говорит, что вот как бы башкиры к деньгам, у них тяга как бы обогащение было не сильно развито. То есть не такое как бы, чтобы во что бы то ни стало там обогатиться. У них больше как бы военное направление было. Ну, как-то вот так вот. Во-первых, я бы пожелал им быть сами собой. Это раз. И, значит, у нас есть такая вот, если взять, ну, сейчас интернет же развит, нет-нет, да, там смотришь, там какие-то диалог там какого-то жителей, там, скажем так, Янаульского района, там, с жителями, ну, скажем так, тех же уранцев, например, с теми же бурзянцами, да, вот, например, они говорят, да вот мы тут тоже, мы башкиры, они говорят, да не может быть, вы не башкиры, вы, наверное, там больше татары, чем вот это. Вот мы истинные башкиры, как бы, да, но вот этого не должно быть. Мы, вот если смотреть документы, ну, военные, там, значит, офицеров и так далее, там подобное, да, женат, значит, на дочери такого-то там Еланской волости, там, Таныбской там волости, да, взял там, значит, в жены Мишарскую дочь такую-то там, ну, очень часто такое. То есть раньше было такое понятие, что, значит, башкиры между собой менялись, значит, не то что менялись, а брали в жены... Обменивались, да, невесты кровью, да, чтобы нация была, не смешивалась кровь, чтобы нация была как бы здоровая. И мы все, практически почти все, стали сейчас братьями и сестрами. И делить-то нам нечего, да, у нас ничего нет, чтобы делить, как бы. И поэтому я бы призывал их больше к единству, к уважению друг к другу. Мы все братья и сестры, и говорить, что мы более башкиристее, чем другие. Вот от этого нужно уйти.